Как найти свое призвание в жизни и не ошибиться с выбором будущей профессии? Помочь учащимся найти ответ на этот вопрос старается Лейла Визижева. Проект по профориентационной деятельности «Шаги к успеху» учителя информатики вошел в топ-100 лучших профориентационных практик по результатам обучения педагогов-навигаторов в проектном модуле «Моя профориентационная инициатива» в рамках всероссийского проекта «Билет в будущее». Сам проект он проходил в основном в онлайн-режиме. Создали группу в телеграм-канале, и была рассылка. В Zoom проходило несколько конференций, потом нас разделили на группы, и началась работа с экспертами. Эксперты нам объясняли, как работать с проектами. В проекте участвовали около 5000 педагогов по всей стране. Среди них работа ингушского преподавателя заинтересовала организаторов тем, что в нем грамотно сочетаются и теория, и практика. Проект погружает школьников в мир самых разных профессий. Так, учащиеся старших классов будут в течение года посещать и различные предприятия республики. Это и сад-гигант, швейная фабрика, кванториум и многие другие. А также работать в период летних каникул. Помимо экскурсий на предприятиях, школьникам проведут и лекции, и тренинги. Идея, как рассказывает педагог, зародилась по воспоминаниям из школьной жизни. В советское время существовали учебно-производственные комбинаты, где учили детей. Нас девочек учили швейному делу, плодоводству, а мальчиков учили автоделу. И вот на основании вот этого опыта я хотела максимально приблизить детей к производству. Работу отметили в Министерстве просвещения страны, о чем говорит и благодарственное письмо. Целевая аудитория проекта – 7 классы. Их она выбрала с расчетом на то, что такие занятия помогут им заранее понять, к какому делу лежит душа перед сдачей единого госэкзамена. Педагог уверена, что выбор должен быть за самим учащимся. Педагог, навигатор, родители и школа должны помогать ребенку. Но ни в коем случае они не должны говорить, что вот твоя будущая профессия, ты должен быть вот этим вот специалистом. Он должен осознанно подойти и выбрать ту профессию, которая ему нравится. Реализовать проект учитель планирует уже к этому учебному году в первой барсукинской школе. Тут она работает уже 5 лет, совмещает сразу 2 должности – учителя и зауча. А до этого 20 лет преподавала информатику в 4-й Сунжской школе, несмотря на экономическое образование. Пройдя профориентационные курсы по информатике, она нашла свое призвание в работе с детьми. И профессия учителя подходит ей как ничто другое, отмечают и сотрудники школы. Светлана Старкова даже не удивилась, что проект ее коллеги попал в топ-100 лучших по стране. Ведь своим трудолюбием и любовью к довольно непростому предмету Лейла Визижева заражает как учащихся, так и весь коллектив. Несет очень большую, даже можно сказать, колоссальную нагрузку на своих плечах. Работая не только как педагог, то есть она проводит очень хорошие уроки информатики, заинтересовывает детей, очень интересные у нее уроки, поэтому самый любимый предмет у всех детей – это информатика. Кроме этого, она ведет еще и кружковую работу, то есть еще и после уроков дети собираются здесь полный этот вот кабинет, потому что им интересно еще и после уроков заниматься вот этим предметом. Всероссийский проект «Билет в будущее» реализуется в 85 регионах России по поручению президента страны и входит в паспорт проекта «Успех каждого ребенка». Он также часть нацпроекта «Образование». Его суть – профориентация учащихся старших классов. В стране проект реализуется с 2018 года, ну а в нашей республике с прошлого. В 2021 в нем приняли участие более 1000 школьников из Ингушетии и около 30 педагогов. Уже в новом учебном году количество участников заметно возрастет. В этом году у нас уже будет около 60-70 педагогов, до 3000 детей. То есть, и все они будут проходить профпробы в разных организациях. Дети выезжают на площадки, где они уже могут непосредственно своими руками что-то сделать, попробовать и почувствовать, что им может дать какая профессия. Новый опыт и знания в работе с детьми – вот что дало педагогу участие в проекте. Попытать свои силы она хочет и в новом учебном году. Ну а в планах у Минобра Ингушетии внедрить проект Лейлы Визижевой в школы республики. Ознакомиться с ним можно на сайте «Билет в будущее». Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24.